Изменениям в городе любители ночных прогулок по Магасу будут рады. Здесь каждый уголок радует глаз своим дизайнерским решением и архитектурой. На аллее Республики установили новые столбы освещения и урны, частично заменили плитку, скоро поставят скамейки. Преображение уже оценила Ильсияр Камалова. Здесь очень красиво сделали. Раньше здесь света не было и скамеек было мало. Сейчас все красиво, аккуратно. Стараюсь каждый день здесь гулять. Все нравится. Молодцы. Полностью благоустроили и парк Победа. Там провели те же стандартные работы. Местная детвора таким изменениям тоже рада. Здесь вы часто проходите? Да, четверг, суббота. Вот здесь недавно ремонт сделали. Как вам сейчас? Стало лучше, чем было? Да, стало лучше. Скамейки поставили. Лучше. Плитку хорошую. Новую, хорошую, классную. Красиво стало? Да. Намного. Сделать городскую среду более удобной и безопасной для жителей – это главная цель федерального проекта формирования комфортной городской среды. Его реализация благоприятно скажется на качестве жизни населения, будет способствовать развитию экономики регионов. Изменения скоро будут видны и на аллее в 6-м микрорайоне. Замена скамеек, прокладка дороги от улицы Чахкиева до Нальгиева. И по краю идет аллея. Там в обязательном порядке должны стоять хорошие скамейки, освещение. Госпрограмму начали реализовывать с 2018 года. В Магасе благодаря ей появились дополнительные места отдыха, а именно благоустроены 23 общественные территории, из них 4 только в прошлом году. На территории также по Магасу было начато строительство продолжения парка «Шелковый путь», по которому был получен грант в размере 80 миллионов. В этом году до конца ноября месяца данный парк должен быть сдан, и администрация Магаса планирует провести открытие данного парка. В целом, благодаря реализации национальных проектов, запущенных по инициативе главы государства, Ингушетия преображается с каждым годом. Строятся дороги, мосты, школы, детские сады, объекты культуры. В этом году благоустроят еще 20 общественных территорий. Общая сумма затрат, выделенная из федерального бюджета, составляет около 127 миллионов рублей, сообщают в Минстрое. Жителям региона остается радоваться новшествам и сделать все возможное, чтобы созданное прослужило как можно дольше. Амина Зязикова, Акрамат Дасхоев, Магас 24.